Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Глава Халк Маслихаты Туркменистана осмотрел проекты строительства в городе Аркадак. В Туркменистане выбрали студенческую красу 2025. Туркменский вуз впервые станет площадкой международной конференции МГУ и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время рабочей поездки в город Аркадак ознакомился с проектами будущих объектов умного города и внес соответствующие коррективы в планы развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадак при президенте Туркменистана Дарягды Оразов обратился к национальному лидеру туркменского народа с просьбой назвать дорогу, ведущую в новый умный город Ахалтыки-Атлары-Шайолы. С этим предложением Оразов выступил от имени всех жителей города Аркадак и коневодов страны. Председатель Халк Маслихаты Туркменистана отметил, что инициатива должна быть направлена на рассмотрение Меджлиса Туркменистана. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел в городе Аркадак рабочее совещание, посвященное подготовке к празднованию 4-й годовщины создания благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям. В совещании приняли участие вице-президент по административным вопросам фонда Реджеп Базаров и вице-президент по лечебной деятельности Огулджахан Атабаева. Председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил строительные площадки в городе Аркадак, где ознакомился с ходом работ по реализации второй очереди застройки нового города. Особое внимание в ходе инспекции было уделено проектам зданий социального назначения, объектов дорожной и транспортной инфраструктуры, а также промышленных комплексов, входящих в медицинский кластер. В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась официальная церемония подписания пакета документов между правительственными структурами Туркменистана и ЮНИСЕФ. В рамках мероприятия подписано 11 рабочих планов, направленных на реализацию программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021-2025 годы. Соглашения охватывают широкий спектр областей сотрудничества – экономику, здравоохранение, образование, средства массовой информации и другие важные направления. В Национальном музыкально-драматическом театре Туркменистана имени Махтум Кули прошел финал национального конкурса «Студенческая краса-2025». В заключительном туре приняли участие 23 представительницы высших учебных заведений страны. Победительницей конкурса стала Айлар Чарыева, студентка Туркменского государственного университета имени Махтум Кули. Туркменский национальный институт мировых языков имени Давлетмамеда Азади впервые станет площадкой для проведения 2 секций международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых-ломоносов, организуемой Московским государственным университетом. Конференция пройдет с 11 по 25 апреля. Помимо Туркменистана, работа форума будет организована на площадках филиалов МГУ в России, Казахстане, Таджикистане, Армении, Узбекистане, Азербайджане и Китае. Авиакомпания «Туркменистан» 18 марта запустит дополнительный рейс по маршруту Ашхабад-Джида. В настоящее время самолеты авиакомпании «Туркменистан» выполняют по данному маршруту 2 регулярных рейса в неделю по средам и пятницам. Билеты на все международные и внутренние рейсы авиакомпании можно приобрести онлайн на сайте turkmenistaнаirlines.tm. В Бельгии началась ежегодная акция, призывающая жителей страны на месяц исключить мясо из своего рациона. Участникам инициативы предлагается познакомиться с вегетарианской кухней и узнать о положительном влиянии растительной диеты на здоровье человека и экологию планеты. По данным организаторов, даже временный отказ от мясных продуктов способствует значительному сокращению негативного воздействия на окружающую среду. В преддверии Международного женского дня эксперты поделились рекомендациями по уходу за срезанными цветами. Правильный уход поможет сохранить праздничные букеты свежими на максимально долгий срок. Специалисты советуют сразу после приобретения поместить цветы в воду. Для продления свежести в воду можно добавить небольшое количество сахара. Перед тем, как поставить букет в вазу, рекомендуется удалить все нижние листья, включая как увядшие, так и свежие. Вторую победу одержали туркменские хоккеисты в Таиланде на юниорском чемпионате мира среди игроков не старше 18 лет в 3-м дивизионе группы «Б», взяв верх над командой ЮАР со счетом 18-7. Самыми результативными в сборной Туркменистана стали Султан Хамид Вахитов из клуба «Галкан» и Искандерхан Дурдыев из клуба «Шир», оформившие 9 голов на двоих. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях, а также на Билет Видео. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.